Крови сколько вливаем? Какой объем? Моя должность была инструктор по тактической медицине. Сейчас я продолжаю службу в качестве боевого медика на фронте в команде Case Evac, так называемого. Это автомобиль, специально оборудованный и предназначенный для эвакуации раненых бойцов с поля боя и доставки их до условий, где им может быть оказана профессиональная медицинская помощь. Я приехал в Украину еще до войны как турист. Приехал на медицинский туризм лечить зубы. За эти 1,5-2 месяца, которые я жил в Украине, до войны я успел полюбить этот народ, полюбить людей, которые хорошо ко мне относились. I've heard bombing, as it was in the city centre. I've heard bombing. Probably these were Russian rockets called Caliber. Мне кажется, не для каждого человека будет правильно в такой ситуации сказать: это не моя проблема, я поехал к себе домой. Я захотел как-то помочь. Мне хочется начать защищать Литву в Украине и не ждать, пока враг придет к нам и начнет уже разрушать наши города. Моя война началась в рядах теробороны Киева, в медицинской службе одного из батальонов ТРО, как медика с оружием. Везем раненого бойца. Вот, надеюсь, все будет хорошо. Во врагов не стрелял, потому что первая причина, потому что это не задача медика. У медика есть оружие, но оно предназначено в первую очередь для самообороны. И на самом деле другая причина, что нынешняя война это, как известно, война артиллерии. Третья причина, потому что медиков стараются беречь и не отправляют на такие участки, такое расстояние, где он может вступить в непосредственный контакт с противником. Одна из главных сложностей это был поначалу украинский язык. По началу войны я практически на нем не говорил. Я понимал его где-то на 50%. Приходилось учить. И затем сложность появилась, когда я пришел в белорусский полк имени Костя Кальновского. Там пришлось учить белорусский язык. Що було вже легше. Шановні українці і ті, хто підтримує Україну, я хочу вам побажати, по-перше, звісно, терпіння, мирного неба та єдинства. Єдинства над нашим спільним ворогом. Слава Україні! Героям Литва і живе Білорусь! Я увидел в конце мая статью литовского сапера. Это мой хороший побратим Римас Арматис, который разом служил с белорусами уже в полку. Прочитал, понял, что там служат и литовцы, и как раз вышел на социальной странице Facebook объявление о наборе рекрутов, медиков в медслужбу полка Калиновского. Списался чат-бот и пригласили на интервью, и так я попал в полк. И я очень благодарен белорусам, и, пользуясь моментом, хочу поблагодарить, что они меня приняли в полку. То есть я гражданин другой страны, я абсолютно не связан как-то с их культурой, но с их страной, но меня приняли абсолютно как своего. И до сих пор ко мне так относятся. И никогда за все время не чувствовал в полку какой-то дискриминации по отношению к себе или к другим литовцам. Они литовцы, с ними не будем. Нет, абсолютно всегда все рады и стараются помочь что-то, если какая-то нужна помощь или совет. Точно так же это и с моей стороны, со стороны было и других литовцев. У нас единый враг, и все какие-то
конфликты должны решаться после нашей общей победы. Славься, князь Витовт, господар на Литве. Я начал познавать белорусов только в полку. В первую очередь очень люди добрые, терпеливые, очень ответственные и любят работать. Всегда рады новым знакомствам, открыты для общения. Взаимоотношения литовцев и белорусов в будущем я вижу только в первую очередь после нашей общей победы, когда Беларусь станет свободной. Ой, у лузі червона калина похилилася. Я рассматриваю вариант Балто-Черноморского союза. Эта тема довольно давно обсуждается. Это было бы, возможно, для многих идеальная цель, самая высокая цель. Но как минимум это должны быть адекватные отношения, как у любых соседей. Klausė vienas manęs, kadangi su Vytim Ansiu tai užsidėjęs, tai klausė, ar iš Baltarusijos, tai įdomu buvo. Šiaip tai... Jis biškai skiriasi, tas baltarusų vytis ir lietuvių vytis, pas jos pagonė, bet verčiasi tai taip pat vytė. Ir labai panašus į mūsų vytį 90 metų pradžios. Turiu tau ševroną. Mūsų. O, dėkui. Va. Tai ką, buvo... Labai malonu šitai, kad sudalyvavai. Gerai. Одна из самых больших сложностей на войне — это, конечно же, привыкнуть к гибели побратимов. Понимаю, что у человека была еще вся жизнь впереди, но он сделал такой выбор. Он пошел воевать за свободу и погиб. Украинский боевой медик на фронте образца 22 года, лета 22-го, и украинский боевой медик образца лета 24-го. Это довольно разные медики, и сейчас приходится также исполнять иногда обязанности водителя. Приходится работать с картами, работать немного с радиосвязью, разбираться в этом, как минимально, как что устроено, хоть я не радист по специальности. Приходится проводить медицинскую разведку. Если, там, например, приезжаем в какой-то новый район боевых действий, искать какие-то контакты, какие-то пути эвакуации, приходится немного изучать различные типы мин, как работают дроны, потому что за последний год медики стали очень желанной целью для российской армии, для врага. Моя задача просто выиграть время, то есть человеку оказать минимальную медицинскую помощь, по дороге, сделать так, чтобы он добрался до профессионалов, профессиональных врачей как можно быстрее. Ты всегда должен повышать свои знания, всегда учиться на своих ошибках, на ошибках других, повышать свою квалификацию. Это довольно интересно, очень важно для бойцов, которым ты можешь спасти жизнь. Это очень мотивирует. За время войны поменялось в первую очередь ощущение, что я постарел на 10 годов. Сейчас 30, чувствую, что мне 40. Примерно где-то так. Конечно, это усталость, постоянный стресс. Вот. Но, с другой стороны, можно какие-то вынести положительные изменения, более серьезный подход к жизни, к каким-то вещам, задачам. За 2,5 года научился ценить мелочи жизни. Тот же поход в кафе, или горячий душ, или там кофе утром, барбершоп, то есть там пойти элементарно подстричься. Зубы, да, полечил очень хорошо. В Украине одни из лучших стоматологов Европы. Понравилось, особенно когда я пошел служить на контракте официально. Мне сделали еще и скидки, вот, что было тоже приятно, но мечтаю очень попробовать навыки стоматологов в Беларуси в будущем. Очень бы хотел. Žemėj Lietuvos, ąžuolai žalios,
žemei Lietuvos.